Добрый вечер, это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Пенсионная реформа, деньги на национальные проекты, чемпионат мира по футболу. Дмитрий Медведев ответил на вопросы российских журналистов. За 1,5 часа председатель правительства не только озвучил цифры, но и дал оценку некоторым региональным чиновникам. Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Когда ты облечен властью. Бокс под угрозой. Международный олимпийский комитет заморозил проведение боксерского турнира на Олимпиаде в 2020 году. Ждать ли раскола в спортивной среде и что делать юным бойцам, которые только пришли в секцию? Об этом поговорили с призером игр Михаилом Алаяном. Назовем это спортивный быт, который, дай бог, пройдет, это все уляжется. Полеты со скидкой. Продавать субсидированные билеты для жителей Дальнего Востока будут круглый год. Количество маршрутов увеличилось в 2 раза. В заветный список попал город Ленск. И теперь, купив билет за 5600, мы сможем улететь в столицу нашей республики. Конфликт в Венгрии. Местные оленеводы в ужасе от соседа, старательской артели. Легче стало, когда ударили морозы. Промышленники свернули производство. Жителям остается разгребать бардак и искать справедливости. Стоят цистерны, соляры, все, это все запахи. От них все уходит. Лоси наверху были, нету. Вообще ничего нету. Великие имена России получат 500 аэропортов страны. Подведены итоги конкурса на присвоение воздушным гаваням имен известных соотечественников. В Якутске победил фаворит Платон Алексеевич Аюнский. Я заголосовал за великого сына нашего народа Платона Аюнского. Конфликт российских и украинских кораблей в Керченском проливе не дает покоя иностранным партнерам. Например, США, по данным телеканала CNN, собираются отправить в Черное море военные корабли. Это стало, цитата, ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское море. Напомню, 25 ноября ФСБ России сообщила о появлении 3 украинских военных кораблей в российских водах. Они направлялись к Керченскому проливу. В ведомстве тогда отметили, что заявок на проход судов от Украины не поступало. В итоге мы задержали 2 артиллерийских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны-Капу. Что американские военные корабли будут делать в Черном море? Плывут побряцать ракетами? Зачем лезть в чужой пограничный конфликт? Тем более, когда у него вполне политический окрас. Выборы президента Украины все ближе, а шансы действующего руководителя Петра Порошенко вновь занять кресло все туманнее. Нужен враг, и с ним надо бороться изо всех сил. У Владимира Путина на неделе спросили, почему он не отвечает на звонки Порошенко. Ответ был прост. Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. А ведь что происходит на самом деле? Петр Алексеевич искусно создает кризисные ситуации. На самом деле провокационные ситуации. Первый шаг. Второй, он тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию. И третий, он хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы, причем не по его вине. Вот в чем все дело. Вот нехитрая комбинация. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду. Спросили президента России про договор о ракетах малой и средней дальности. Напомню, 21 октября Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения. Попутно он обвинил Россию в невыполнении пунктов договора. По словам Путина, выход Вашингтона создает риски неконтролируемой гонки вооружений. Члены американского Сената и вовсе заявили, внезапное решение администрации об одностороннем выходе является политическим и геостратегическим подарком России. Госсекретарь США Майк Помпео вообще поставил ультиматум. Если Россия в 60-дневный срок не вернется в рамки договора о ракетах малой и средней дальности, то тогда они уже точно из него выйдут. О том, что американская сторона первой заявила об отказе от выполнения соглашений, Помпео почему-то не сказал. Только Россия и только Соединенные Штаты не производят оружие подобного рода. Это правда, действительно. Многие другие страны, их там уже с десяток, наверное, такое оружие производят. А Россия и США сами себя в одностороннем порядке, в двухстороннем порядке ограничили. Теперь
Видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой. Мы тогда тоже будем это делать. Напомню, что уже в этом году, по-моему, Конгресс США до объявления о выходе США из этого договора выделил деньги на неокры по созданию этих ракет. То есть решение принято давно. Только по-тихому. Но они думали, что мы не заметим это. Да, но это же в бюджете Пентагона стоит уже разработка этих ракет. Но только после этого публично объявили о том, что они уходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить. Ну, самое простое и привычное для уха западного обывателя — виновата Россия. Это не так. Мы против разрушения этого договора. Однозначно эти темы еще прозвучат 20 декабря во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Президенту придется отвечать на вопросы тысячи журналистов. Не только российских, но и иностранных. Традиционно в конце года со СМИ пообщался и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он встретился с 5 журналистами. Конечно, это представители федеральной тройки, Первого канала, ВГТРК и НТВ. В списке были управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов и журналистка из Томска Ирита Минина. О чем спрашивали председателя правительства России в нашем обзоре. 10-я пресс-конференция Дмитрия Медведева началась с итогов года. Премьер-министр России рассказал, что экономика, несмотря на трудности, вызванные падением цен на нефть и санкциями, показывает хоть и небольшой, но рост. Федеральный бюджет в следующем году и вовсе будет профицитным. Доходы превысят расходы. Спросили Медведева и про национальные проекты, которые прописаны в майском указе президента. Стоимость прорыва 8 триллионов рублей. Деньги, заметил председатель правительства, нашли. Здесь пришлось приложить определенные старания для того, чтобы понять, что для нашей страны в настоящий момент является наименее безболезненным с точки зрения аккумулирования дополнительных источников роста, дополнительных доходов. В конечном счете, вы знаете, мы остановились на том, что нам пришлось увеличить налог на добавленную стоимость на 2%, некоторым образом скорректировать акцизную политику, ну и решить некоторые другие задачи. Но в целом все вот то, что я сказал, это результат грамотного перераспределения источников финансирования целого ряда программ. Я напомню, что сейчас в соответствии с указом и в соответствии с основными направлениями деятельности правительства мы приступили к тому, чтобы заниматься 12 национальными проектами. И их линейка охватывает все направления нашей жизни. От дорог до жилья, медицины, образования, социальных расходов. Тема года – пенсионная реформа. Она заняла 10 минут пресс-конференции. По словам Медведева, решение властей о повышении пенсионного возраста стало самым трудным за последние десятилетия. При этом удалось сохранить 5-летний разрыв между мужчинами и женщинами. Оставили и большинство льгот. Переход будет плавным. Премьер-министр подчеркнул, в правительстве были готовы к негативной реакции общества. Подобные изменения никому не нравятся. Если мы будем в экономике делать все, что только нам нравится, скорее всего, мы превратимся в отсталую и очень слабую страну. У нас ведь по этому вопросу было несколько возможностей. Но вот вариант номер один, который нам частенько предлагали, говорит, давайте увеличим тарифы в пенсионные фонды, значит, увеличим сборы. Скорее всего, как это и происходило в нашей стране, и происходило в других странах, как только мы это сделаем, значительная часть зарплат опять переместится в конверте. А мы с вами понимаем, что это такое. Конвертные зарплаты – это как раз полная противоположность пенсионным накоплениям. Вот это была одна возможность. Была, наверное, и другая возможность, значит, вот, которой мы, собственно, и воспользовались. То есть увеличить пенсионный возраст. Мы же все это сделали прежде всего и главным образом для того, чтобы пенсионеры просто получали более высокую пенсию, чтобы увеличить пенсионные доходы. И это прямо зафиксировано, и каждый год в течение 6 лет пенсия будет расти на 1000 рублей. Другая острая тема – оторванность региональных властей от народа. Все помнят, как министр труда Саратовской области Наталья Соколова заявила:
можно месяц прожить на 3500 рублей. Например, питаться макарошками. Или руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Гладских сказала, что государство молодому поколению ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Когда ты облечен властью. И, к сожалению, не у всех это получается. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности. Те, кто глупости А здесь говорит. ответственности-то нет. Ну, сказал, ешьте макарошки. Что это? Понимаете? Ответственность, ответственность есть всегда. Затронули и чемпионат мира по футболу, который прошел летом в 11 городах России. Деньги на турнир потратили огромные. Неужели нельзя было их направить на пенсии и повышение зарплат? Зачем стране стадионы и гостиницы? У Дмитрия Медведева оказалось другое мнение. Мы потратили на подготовку приблизительно чемпионата мира в районе 650 миллиардов рублей. Значит, чтобы было понятно, что это такое, это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца. И все. Выручили в результате проведения чемпионата по подсчетам экономистов, где-то на 200 миллиардов больше. Но считать арифметически нельзя. Это дало мощнейший толчок инфраструктуре, развитию медицинских сервисов, социальных услуг. Не вся страна, но все-таки это очень крупные города. Я уж не говорю о том, что мы провели лучший чемпионат мира за всю историю. И мне кажется, с этим согласны абсолютно все, даже те, кто нам не очень симпатизирует. В конце председатель правительства подчеркнул, что минувший год был не самым простым для власти, приходилось принимать сложные решения. Наиболее верную точку зрения помогает найти общение с простыми людьми. Возможно, пресс-конференцию Дмитрия Медведева стоит расширить, чтобы вопросы могли задать не только журналисты 5 телеканалов, но и, к примеру, жители 5 регионов. Александр Лысак, Якутия, день за днем. Сейчас короткая реклама, через 2 минуты мы вернемся, и вот о чем расскажем далее. Бокс под угрозой. Международный олимпийский комитет заморозил проведение боксерского турнира на Олимпиаде в 2020 году. Ждать ли раскола в спортивной среде? Об этом поговорили с призером игр Михаилом Алаяном. Полеты со скидкой. Продавать субсидированные билеты для жителей Дальнего Востока будут круглый год. Количество маршрутов увеличилось в 2 раза. В заветный список попал и город Ленск. Великие имена России получат 500 аэропортов страны. Подведены итоги федерального конкурса. В Якутске победил фаворит Платон Алексеевич Аюнский. Это Якутия день за днем, мы продолжаем. Российские легкоатлеты под запретом снова. Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила дисквалификацию Всероссийской федерации. Напомню, ее ввели еще в 2015 году из-за допинговых нарушений. Восстановят наших атлетов в том случае, если Отечественная федерация выплатит Международной ассоциации 3 миллиона евро и предоставит данные проверки допинг-проб из московской лаборатории с 2011 по 2015 годы. Какие последствия на ближайшую перспективу несет продление дисквалификации? Как минимум, российские легкоатлеты не смогут выступить под флагом России на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, которое пройдет в марте следующего года в шотландском Глазго. Все, что происходит с нашей легкой атлетикой, это просто политические санкции. У нас нет соревнований, которые могли бы хотя бы частично быть похожими на те соревнования, на которых раньше выступали профессиональные атлеты. Как обычный человек вы можете поменять гражданство, но если вы российский атлет, ИААФ вам не даст возможности выступать за новую страну. Вы просто будете носителем нового паспорта. И все, атлетом вы не будете. Сколько можно доставать спортсменов? Россию уже рассматривают под лупой. Или не дают покоя, что не возместили 3 миллиона евро. Мы выполняем список требований, при том, что он продолжает расширяться. Никто не отрицает, проблема с допингом в легкой атлетике была, но, конечно же, не со всеми спортсменами. Россия не империя зла, хоть нас и пытаются убедить в обратном. Пару дней назад спортивный юрист Сергей Алексеев в нашей студии сравнил всю историю с российскими легкоатлетами с ситуацией ослика и морковки.
нам обещают, вы выполните эти предписания, и мы восстановим федерацию. Перед нами водят морковкой, но укусить не дают. Жаль, что забывают, мы и больно легнуть можем. Основная функция федерации – это защищать права спортсменов, когда они попадают в беду, они отворачиваются от них, а иногда и подставляют. Главный субъект – это не Олимпийский комитет, это не государство, это отдельный каждый спортсмен-олимпиец прежде всего. Олимпийские медали даже сейчас приходится очень часто завоевывать в судах, а не на спортивной площадке. Если функционер увидит активную наступательную позицию со стороны российских спортивных властей, российских спортивных юристов, потому что в большей части вот этих процессов закон на нашей стороне. Тогда просто будут нас уважать, будут с нами здороваться. Нависла угроза над любительским боксом. Международный олимпийский комитет поставил под удар годы тренировок, пролитых крови и пота спортсменов со всего мира. МОК решил заморозить проведение боксерского турнира на Олимпиаде 2020, которая пройдет в японском Токио. У Олимпийского комитета возникли претензии к докладу Ассоциации любительского бокса по вопросам управления, финансов, антидопинга. МОК признал прогресс в области судейства и антидопинга, но сфера финансов и управления еще вызывает вопросы. Кроме этого, комитет был обеспокоен тем, что должность временного главы АИБа занял Гафур Рахимов, который до этого 15 лет был заместителем руководителя ассоциации. Его настоятельно просили не выдвигать кандидатуру на выборах президента организации. Рахимов не согласился и в итоге выиграл голосование. МОК смущает тот факт, что Рахимов находится в санкционном списке США. Штаты уверены, Гафуров входит в преступную группировку «Братский круг». Вот только подтверждений никаких нет. У экспертов возникает вопрос, а существует ли эта организация на самом деле? Хотя у западных специалистов есть примерный список членов этой загадочной ОПГ. Там, например, есть даже певец Григорий Лепс. А еще говорят, что спорт вне политики. Честно говоря, я крайне шокирован данным решением. Мне непонятно, на основании чего МОК принимает такие решения, потому что АИБа старается выполнять все поставленные перед ней требования, начиная от судейства и заканчивая гендерными моментами. Скорее всего, дело в кандидатуре главы АИБа, но нужно понимать, что она была выбрана большинством стран. Это достойная кандидатура, которая заслуживает уважения. Надеюсь, что все это временные трудности. Бокс присутствовал в программе Олимпийских игр с самого зарождения соревнований. Это такая же основа, как и борьба, тяжелая и легкая атлетика. Что делать боксерам, которые рассчитывали попасть на Олимпиаду? Означает ли это, что любительский бокс не только в России, но и в мире умрет? Об этом поговорим с призером Олимпийских игр, чемпионом Европы и мира Михаилом Алаяном. Он сейчас на связи с нашей студией. Михаил, здравствуйте. Какой была ваша реакция, когда узнали, что боксерский турнир на Олимпиаде 2020 заморожен? Реакция, если честно, я даже не успел огорчиться, потому что я понимал, что сейчас подключится и Международная федерация, и российская, и другие федерации других стран. Я все-таки не было такого, чтобы я не поверил, чтобы я поверил в это, что это случится, потому что, в принципе, с такого вида спорта, как бокс, и зарождались Олимпийские игры, поэтому убирать это с Олимпийских игр это было бы как-то не актуально. Поэтому я не успел расстроиться, и потом следом за этим, спустя неделю за этой информацией, вышла новая новость, которая сказали, что МОК Бах объявил о том, что бокс возвращается на Олимпийские игры. То есть. На ваш взгляд, что делать Ассоциации любительского бокса? Бороться с Олимпийским комитетом или принять все условия? Ну, не то чтобы не бороться. Я бы не сказал, что это слово «борьба» здесь ни при чем. Нужно лишь сотрудничать с МОК в любом случае, потому что бокс является олимпийским видом спорта, а МОК является координатором всех этих норм. Поэтому в любом случае нашей Международной Федерации бокса нужно сотрудничать с МОК, и если есть какие-то требования, то нужно вносить эти коррективы согласованно, опять же, чтобы АИБа не ущемляла себя в правах, и боксеров, самое главное боксеров. В принципе, вот в таком русле-то и нужно работать. Если гнуть просто необдуманно свою линию против МОК, но это совсем не годится.
и ничего хорошего из этого не выйдет. Эксперты предполагают, что Международный олимпийский комитет может создать альтернативную боксерскую организацию. Не приведет ли это к расколу? К расколу-то, я думаю, нет. Если будет организация, то все будут подчиняться новой организации, новому руководителю, я так понимаю. Если они будут это делать, то будет новый руководитель. Но смысла в этом я не вижу. Ну, есть АИБА с долгой уже историей работы, историей с вообще боксеров. Поэтому нужно дальше работать, именно придерживаться этой федерации. Вот. Я не вижу никакого смысла создавать другую альтернативную федерацию. И я думаю, что к этому не придет. Вы сейчас выступаете в профессионалах, но говорили о том, что хотите поехать на Олимпийские игры, правила это позволяют. В случае, если Олимпиаду окончательно лишат бокса, что будете делать? Ну что делать, если не будет Олимпиады и будет близка моя карьера к концу уже так уже, скажем, ну остается завязывать, что уже делать, уже много побоксировал. Скажем так, ради Олимпийских игр следующих я и остался именно в любительском боксе. Мне больше ничего не интересно, кроме Олимпийских игр. Поэтому будем надеяться, что Олимпиада будет. Но добавлю к этому, что помимо того, что будет Олимпиада, нужно, чтобы и был Миша Алаян, как боксер, еще как кандидат в олимпийскую команду. Нужно отобраться, я к этому говорю. Есть много боксеров, есть большая конкуренция в стране, и это хорошо, что есть у нас в стране конкуренция. Нужно еще отобраться на Олимпийские игры. Не считаете, что подобная политика МОК может убить интерес к любительскому боксу по всему миру? Интерес к любительскому боксу подорвет только тот факт, если бокс исключат из олимпийской программы. Тогда у нашего подрастающего поколения не будет стимула боксировать, стимула записывать в секции бокса. Уже тогда будет уже, конечно, очень мало людей в боксе. Ну, вот. А то, что есть сейчас какие-то разногласия, какие-то споры, разговоры, ну, это, назовем это спортивный быт, который, дай бог, пройдет, это все уляжется и все будет нормально. Главное, чтобы бокс остался в олимпийской программе. А должны ли страны выступить в поддержку любительского бокса, в том числе и лидеры спорта? Это Россия, Казахстан, Украина и Куба. Да, обязательно. Я считаю, что все страны и даже не самые лидирующие должны объединиться и отстаивать бокс, чтобы он остался в программе. Ну, иначе это будет уже как-то, вы знаете, здесь уже работать не сообща, это приведет к плачевным ситуациям, последствиям. Вот. Но я думаю, такая страна, как Россия, если поддерживает бокс, олимпийский бокс, это уже хорошо, это уже большое дело. Но будем ждать, чтобы подключились остальные страны и не выбирали позицию выжидательную. У нас же страна сразу подключилась, генеральный секретарь Федерации бокса России высказал свое мнение. Вот, поэтому ждем реакции руководителей. Все-таки руководители должны как-то патриотично отнестись к нашему виду спорта и не проигнорировать этот случай, эту новость о том, что о заморозке. Ну и в конце вопрос про юное поколение боксеров. Дайте совет, как ребятам не опустить руки после таких новостей? Вы знаете, у нас же эта новость была и перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, когда всю нашу страну собирались дисквалифицировать. Но любовь к нашему виду спорта и преданность нашему виду спорта и нашей стране не позволила нам опустить руки. Поэтому я бы посоветовал ребятам, которые записали в секцию бокса и им нравится заниматься боксом, любить свой вид спорта. Без любви не будет этих достижений, не будет и желания заниматься. А где есть любовь к своему делу, там будет и преданность, и патриотизм,
Поэтому вот это единственный мой совет, который... Но я пожелаю, чтобы у всех ребят вот это было. Михаил, спасибо. Напомню, на связи со студией был призер Олимпийских игр по боксу Михаил Алаян. Говорили о заморозке боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Полеты со скидкой, продавать субсидированные билеты для жителей Дальнего Востока будут круглый год. Количество маршрутов увеличилось в 2 раза. В заветный список попал и город Ленск. Конфликт в Венгрии. Местные оленеводы в ужасе от соседа старательской артели. Легче стало, когда ударили морозы. Промышленники свернули производство. Жителям остается разгребать бардак и искать справедливости. Великие имена России получат 500 аэропортов страны. Подведены итоги федерального конкурса. В Якутске победил фаворит Платон Алексеевич Аюнский. Вы смотрите «Якутия. День за днем». Подводим итоги недели. Кошельки россиян могут похудеть из-за новой строки в коммунальных платежках. С нового года придется платить за обращение с твердыми бытовыми отходами. Траты коснутся не только населения, но и предприятий. Каким будет новый тариф и ждать ли других изменений в платежах? Наш корреспондент Сарглана Захарова в деталях не только про деньги, которые придется тратить, но и про борьбу с незаконными свалками. О едином региональном операторе говорили в республике уже давно. Нормы по обращению с твердыми коммунальными отходами планировали ввести еще в 2016 году, но перенесли на 2019. И вот до января осталось уже меньше месяца. На сегодня стало известно, как именно скажутся на потребителях нововведения. Если в этом году в платежах за коммунальные услуги твердым отходам уделены всего 2 строки, то в следующем они пополнятся еще 4. Жители будут оплачивать за экологический сбор, затраты на инвестпрограмму, содержание регионального оператора и бытовые расходы. Во сколько обойдутся дополнительные позиции, пока неизвестно. Размер тарифов сейчас определяется, считается. Конечно, появляются новые затраты, которые дают удорожание этого тарифа. Но по нашим расчетам на человека, допустим, месяц, если взять город Якутск, благоустроенное жилье, там показывают, что расходы не выше, чем на 100-120 рублей. Самый высокий тариф установлен на Чукотке от 712 до 2023 рублей за кубический метр мусора. Граждане заплатят от 71 до 202 рублей в месяц. В Камчатском крае тариф составляет от 445 до 929 рублей за кубометр. Соответственно, платеж для жителя многоэтажки будет на уровне 99-119 рублей в месяц. А вот в мегаполисах появится даже система скидок. Жители, которые решат всем домам самостоятельно сортировать мусор, смогут экономить до 50% выплат. Если люди готовы помогать, то инициативу нужно поощрять, уверенно в федеральном правительстве. Механизм уже включили в проект. Мусорную реформу, как успели ее окрестить в обществе, будет курировать единый орган – публично-правовая компания. Она займется строительством перерабатывающих заводов и рекультивацией свалок. Вместе с бизнесом по государственно-частному партнерству. По словам исполнительного директора Ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, тарифы за вывоз мусора с появлением новой структуры не увеличатся. Она, наоборот, создается для уменьшения нагрузки на бизнес. Сегодня участникам рынка очень сложно без государственной поддержки создавать новые комплексы по переработке отходов и рекультивировать свалки. Выпади эта часть на долю жителей, то повышение тарифов стало бы гораздо серьезнее. Якутяне готовы платить за чистый воздух, восстановление и сохранение экологии, но пока относятся к проекту скептически. Это нужно делать, конечно, для развития всего общества. Полезно. Ну, кошелек все равно. Мне кажется, насчет твердых отходов у нас еще рано. Народ еще сознательно не созрел. Да, этот проект нужен, но эффективность этого проекта, как он будет реализовываться, не знаю. Но бюджет деньги смотрят же. Вот это на свалку всякую. Пусть отсюда возьмут же. А зачем мы простых людей-то
Все брать-то. Людей понять можно. Механизм еще не заработал, о результатах говорить рано. Однако ожидаемый эффект – это долгожданная борьба с незаконными свалками, обустройство полигонов, гарантия захоронения мусора на легальной свалке. Региональный оператор в Якутии будет не один, а целых 5 по 5 зонам обслуживания. Арктически северная, южная, западная, центрально-восточная и центральная. Региональный оператор будет заключать договора со всеми управляющими компаниями, и не только с управляющими компаниями, но и с юридическими лицами, со всеми по тем тарифам, которые мы установим. И при этом, значит, нанимает транспортную организацию и может сам содержать полигон или может платить услуги тому предприятию, которое содержит полигон. Тарифы для каждой зоны, вероятнее всего, будут индивидуальными. Сколько именно, пока сказать сложно. Еще непонятно, от чего будет зависеть новый норматив. От площади помещения или проживающих в нем людей. Идут споры. С одной стороны, мусор создают люди, а не квадраты. С другой, учесть точное количество фактически проживающих людей проблематично. Решить все вопросы нужно до конца года, чтобы с 1 января мусорная реформа заработала во всех регионах России. Саргалана Захарова, Григорий Николаев, Илья Сыромятников, Семен Семенов, Якутия. День за днем. И это не единственный сюрприз. В следующем году тарифы по коммунальным платежам будут повышать дважды – в январе и июле. Подобная история коснется лишь 2019-го. Дальше ничего меняться не будет. Останутся лишь плановые летние повышения. В Госкомцене Якутии подчеркивают, у ресурсоснабжающих организаций, которые работают по упрощенной системе налогообложения, льготные тарифы для населения останутся без изменений. Максимальный платеж в отдельно взятых домохозяйствах не будет превышать 4,8%. Почему в следующем году тарифы вырастут дважды, в Госкомцен лишь констатируют. Условия диктуют изменения в федеральном законодательстве. На следующий год в связи с тем, что с января у нас повысился налог на НДС, произойдет корректировка только на увеличение ставки этого налога. Корректировка составит 1,7%. Повышение будет именно по тем предприятиям, по которым обычная система налогообложения. Ну и как принято во все времена, с июля все равно ожидается рост. Этот рост у нас существенно будет снижен по сравнению с предыдущими годами. Если нам давали 6%, то сейчас с июля нам дают только 2,4%. 2,4% по республике. А внутри мы, значит, по каждому виду услуг устанавливаем свой тариф, свой процент. И в зависимости от того, в каком доме, с каким уровнем благоустройства живет человек, у каждой семьи это будет слагаться по-разному, процент роста затрат на коммунальные услуги. При этом нам законодатель еще спускает еще один индекс. Кроме того, что средний индекс 2,4, мы еще должны уложиться в индекс отклонений, который допускает, что ни одной семье мы не должны превысить 4,8%. То есть получается, значит, максимальный индекс 4,8%, при этом средний индекс 2,4%. Получается, что у кого-то будет ниже, чем 2,4%. На этом фоне положительно звучит новость о субсидируемых авиабилетах для Дальнего Востока. В этом году авиаперевозчики продали 444 тысячи билетов на 2,5 миллиарда рублей. В середине ноября правительство России изменило правила субсидирования авиаперевозок для региона. Например, увеличена максимальная протяженность маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах до 3000 километров. Предусмотрено и круглогодичное субсидирование. Раньше скидка предоставлялась с 1 марта по 1 декабря. Билеты разлетались, как горячие пирожки. Расширили и список направлений с 73 до 152. Наш корреспондент Анна Кожевникова выяснила, что теперь купить билет с внушительной скидкой могут и в Ленске. Завершается посадка на рейс РД-183 по маршруту Ленск-Якутск. Это 10-й субсидированный перелет авиакомпании «Ирайра». Выбраться на большую землю для ленчан всегда было проблемой из-за практически единственного вида транспорта – самолета. Но такие поездки всегда обходятся в копеечку, особенно если лететь всей семьей. Например, стоимость билетов на 2 взрослых и 1 ребенка на рейс Ленск-Иркутск раньше была бы минимум 77 184 рубля. Для жителей появление субсидированных авиабилетов оказалось настоящим подарком в преддверии новогодних праздников. Теперь, купив билет за 5600, мы сможем улететь
в столицу нашей республики и в близлежащие города, в которые есть рейсы из нашего аэропорта. 2 недели назад все группы в мессенджере WhatsApp облетела информация о том, что аэропорт Ленск включен в список с субсидированными авиарейсами, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 года. Ранее в этот список входили только аэропорты Якутска, Нерюнгри, Мирного и Тикси. Например, авиакомпания «Якутия» ежегодно выполняет рейсы по субсидированным билетам. Авиакомпания «Якутия» выполняет авиаперелеты по 19 субсидируемым направлениям, в том числе 8 из них – это новые маршруты. Также стоит отметить, что теперь субсидирование является круглогодичным. В этом году произошли изменения, которые касаются расширения перечня авиамаршрутов. В первую очередь увеличилось количество перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении. Количество увеличилось с 73 до 152 маршрутов. Но категории граждан, имеющие возможность приобрести билеты по субсидированным тарифам, ограничены. Это молодежь в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста, инвалиды с детства второй и третьей группы, граждане, сопровождающие инвалидов первой группы и детей инвалидов. Дети до 18 лет, на имя которых оформлена путевка во Всероссийский детский центр «Океан». В этом году этот список пополнили члены многодетных семей. А с 3 декабря 2018 года в продаже также появились субсидированные билеты для всех граждан, но по 2 направлениям – Ленск-Якутск и Ленск-Иркутск и обратно. Была информация, что только для пенсионеров и молодежи. Нет, этим тарифом может воспользоваться любой желающий. Билеты по низкой цене можно будет приобрести до 31 декабря, а вот дальше неизвестно. Но, как сообщила Жанна Беликова, авиакомпания уже подала заявку в Минтранс. Что касается остальных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Ленск и из Ленска, то информацию о субсидированных авиабилетах не подтвердили. Тем временем жители Ленска скупают имеющиеся в продаже дешевые билеты. Да, действительно, в продаже такие билеты появились. По маршруту Ленск-Иркутск стоимость билета составляет 6140 рублей, Ленск-Якутск 5675 рублей. Билеты эти довольно, конечно, пользуются большим спросом. Продажи увеличились, билеты очень хорошо разбирают. И, пока это только на декабрь месяц. Как будут субсидировать авиаперевозки в 2019 году, станет известным после рассмотрения Федеральным агентством воздушного транспорта заявок от авиаперевозчиков, что произойдет не раньше середины декабря. А пока ленчане довольствуются тем, что есть, и мечтают о расширении направлений авиаперевозок из Ленска. Я вот сейчас, например, во Владивосток лечу, сейчас с пересадками. Хорошо, если было бы прямой рейс. Вообще отлично. Надо как-то расширять эту всю компанию, больше возможностей делать. Конечно, хорошо, что они появились. Это возможность выбраться в более большие города, больше возможностей перед Новым годом, как подарок такой. Из Ленского аэропорта летают только такие небольшие самолеты, как Ан-24, подобные тому, на борту которого мы сейчас находимся. Его загрузка составляет 36 пассажиров. И сегодня самолет заполнен 100%. Капитан воздушного судна готов к полету. Кирилл Владимирович, скажите, как экипаж реагирует на увеличение количества пассажиров? Очень положительно. Это увеличивает объем работы. Уменьшение стоимости на данном рейсе увеличивает спрос. Поэтому с Нового года у нас частота этого рейса увеличивается до 3. Анна Кошевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Конфликт в Венгрии. Местные оленеводы в ужасе от соседа старательской артели. Жители обвиняют золотодобытчиков в уничтожении девственной природы. Легче стало, когда ударили морозы. Промышленники свернули производство. Жителям остается разгребать бардак и искать справедливости. Великие имена России получат 500 аэропортов страны. Подведены итоги конкурса на присвоение воздушным гаваням имен известных соотечественников. В Якутске победил фаворит Платон Алексеевич Аюнский. Это Якутия день за днем, говорим о главном. Пожарную часть в поселке Кангаласы расформируют. Именно эти огнеборцы весной и осенью 2018-го объявляли голодовку. Они заявляли, что работают в нечеловеческих условиях. За переработку не платят, обмундированием не снабжают.
А вот причина реорганизации – аварийное здание пожарной части, которое создает угрозу для жизни работников. Пожарные при этом говорят, что помещение не в таком плохом состоянии. Но подождите, а как же условия труда, за которые вы так боретесь? Они уже роли не играют? Нет, все нормально. Огнеборцы уверяют, в Кангаласах много деревянных домов, социальные учреждения. О том, что за прошлый год в поселке было всего 2 пожара, почему-то не говорят. Но подождите, это еще не все. По словам огнеборцев, чтобы добраться до Кангаласа из ближайших пожарных частей потребуется время. Из соседнего Тулагина пожарные машины доедут за 25 минут. Кстати, рейсовые автобусы преодолевают это же расстояние, 6 километров, за полчаса. Получается, что экстренные службы ездят чуть быстрее обычных маршруток. Не затихает и другой конфликт между жителями Иенгры и золотодобытчиками. Люди были возмущены. Промышленники навредили природе и разогнали местную живность. Охота превратилась в пустую трату времени. Традиционный уклад жизни разрушен. Но с наступлением холодов артель свернула деятельность в Иенгринском районе. Завершили сезон, не забыв наследить. Сергей Козюров восстановил хронологию событий, пообщался с оленеводами и охотниками, при этом не забыв встретиться и с золотодобытчиками. Да, охоты опять нету. С наступлением сезона охоты потомственный оленевод Виктор Наумов нынче остался с носом. А все потому, что, по его словам, в результате деятельности золотодобытчиков из местных угодий зверь ушел. Здесь вот вокруг проезжал, ни одного следа нет, потому что, вон, видите, обратите внимание, вон стоят цистерны, соляры, все, это все запахи. От них все уходит. Лоси наверху были, нету, вообще ничего нету. Напомним, в августе текущего года разразился скандал между обществом с ограниченной ответственностью «Труд» и артелью «Новая» на предмет незаконного действия артели на территории, которую в 2015 году Департамент лесного хозяйства Республики Саха-Якутия передал ООО «Труд», учредители жители Иенгры. Почти 100 тысяч гектар пастбищных угодий для занятий оленеводством, рыболовством и охотпромыслом было передано в аренду иенгринцам сроком на 49 лет. А в прошлом году артель «Новая» получила лицензию на разработку месторождения на этой же земле. Но для того, чтобы приступить к работам, требовалось разрешение арендатора, то есть ООО «Труд», которое они не дали. Но несмотря на это, золотодобытчики приступили к работам. Я не отрицаю, мы нарушили земельное законодательство, приступили к работе без договора аренды. Но, во-первых, там было 2 способа. Или остановить предприятие, не работать, распустить людей, или идти на нарушение работать. Несмотря на прения сторон, артель «Новая» в начале ноября все же получила все разрешающие документы, в том числе и на аренду используемого участка. Мы изначально в департаменте просили выделить часть земельного участка в границах существующего с другим видом использования. То есть обществу с ограниченной ответственностью «Труд» земельный участок был предоставлен с целью сельхозназначения разведения оленей. Мы просили часть земельного участка в пределах уже существующего под геологоразведку. Помимо того, что из-за деятельности золотодобытчиков близ базы Читы Наумовых ушел зверь, оленеводы жалуются на экологические нарушения со стороны артели, в результате чего было загрязнение речки Амунакта, которая, со слов местных жителей, является для них источником питьевой воды. Лед желтый весь. Мы отсюда лед берем 2 километра. Ездим. Со слов оленевода, вода в реке остается непригодной для питья и по сей день, на что представитель компании золотодобытчика заявляет. Загрязнение реки Амунакта было выявлено единожды. Это было в период, когда после дождей сорвало дамбу. Вред был рассчитан в порядка 80 тысяч по показателям. Данный вред мы оплатили, мы его не оспаривали. Мы его устранили незамедлительно. В данный момент на базе проживает Александра Наумова, пожилой оленевод. Оленей Виктор был вынужден перегнать в другое место. По сей день прения сторон продолжаются. Прийти к мировому соглашению у компаний не получается. За разъяснениями о сложившейся ситуации мы обратились в надзорный орган в прокуратуру республики. Проверка проводится. В ходе нее принят ряд мер прокурорского реагирования, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении.
26 декабря сего года состоится судебное заседание по иску природоохранной прокуратуры к артели «Новая» о возложении обязанностей по проведению обязательной этнологической экспертизы, проведение которой должна выяснить, каким образом повлияла деятельность артели видом хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Будем надеяться, что заключение комиссии поставит долгожданную точку в этом конфликте. А пока обе стороны продолжают подавать коллективные иски в надзорные органы. Могущество российское будет прирастать Сибирью. Михаил Ломоносов. Но как сделать так, чтобы это самое могущество прирастало бы не в ущерб коренному населению? И чтобы не было под стать истории конкистадоров, которым аборигены продали родину за бусы. Сергей Козюра, Якутия, день за днем. Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше. Это строчки рэп-группы «Каста». Это, к слову, о демоническом влиянии, по словам некоторых активистов, современных музыкальных течений. Россияне о корнях помнят. Это подтверждают итоги конкурса «Великие имена России». Полсотни аэропортов переименуют в честь известных соотечественников. Выбор делала не какая-то специальная комиссия. Слово было за жителями страны. И вот краткие итоги. В список аэропортов-участников конкурса попала и воздушная гавань Якутска. Ей присвоит имя великого сына якутского народа, интеллигента, политика и писателя Платона Алексеевича Аюнского. Наш корреспондент Марьяна Кутукова выяснила, он был вне конкуренции. Главные воздушные ворота республики, аэропорт Якутск, будет носить имя великого сына народа Саха Платона Аюнского. Его кандидатуру поддержал 51% проголосовавших. Второе место у первого президента Якутии Михаила Николаева. Замыкает тройку лидеров легендарный летчик Валерий Кузьмин. За Аюнского голосовал, потому что он выдающийся человек республики. Вы голосовали за имя аэропорта? За кого и почему? Нет. Не голосовали? А почему? Не знаю, это так быстро все произошло, так быстро на нас это свалилось, что даже не было времени обдумать, правильно ли это, неправильно. Аюнский такого масштаба человек, да? Я, конечно, мечтала, чтобы имени его площадь была названа. Раз так постановка вопроса так стала, конечно, я за Аюнского. Я голосовал за великого сына нашего народа Платона Аюнского. И вот победа пришла, и очень рады, и гордимся, что наконец имя такого великого человека будет звучать на устах людей. Аюнский победил, вот ваше мнение, да? Я считаю правильно. Кузьмин я понимаю, что он к авиации именно относится. Много там сделал для нее, все, не на всю Якутию, это более национальный герой. И через 300 лет мое имя будет звучать, писал Аюнский. Имя писателя, ученого, общественного деятеля уже увековечено в названиях Сахатеатра, литературного музея, улиц по всей республике. Теперь список пополнил и аэропорт столицы Якутии. Главная цель проекта «Великие имена России» – популяризация выдающихся соотечественников. Более 50% избрали имя Платона Алексеевича Аюнского. Это, мне кажется, правильно, поскольку Платон Алексеевич Аюнский является одним из основателей советской власти Якутии, государственности, присвоения республики автономии, один из основателей якутской письменной художественной литературы,
Он написал очень много талантливых произведений. Он очень тоже изучал устное народное творчество, особенно улонко. В голосовании участвовали 59 тысяч человек. Якутия по активности вошла в тройку лидеров на Дальнем Востоке, уступив Хабаровскому краю и Сахалинской области. Для продвижения проекта организаторы создали целое пространство для дискуссий. Это была горячая линия, это была непосредственно сама площадка общественной палаты, на базе которой была организована как общественная приемная, куда люди обращались с письмами, с предложениями. Для северных территорий был актуален вопрос передачи своего письма, своего предложения через родственников, проживающих в городе Якутске. Кроме этого, на сайте непосредственно самого проекта, а также через волонтеров, которые тоже проделали большую работу. И вот благодаря вот такой разветвленной системе мы набрали такое большое количество людей. Теперь осталось преобразить аэропорт. Как именно будет выглядеть главная воздушная гавань, возможно, тоже решат всей республикой. Прямо по ходу пресс-конференции поступило предложение, что давайте объявим всенародный конкурс на дизайн и проект оформления аэропорта города Якутска имени Платона Юнского с использованием героев, цитат, высказываний из произведений самого Платона Алексеевича Юнского. Наряду с Якутском изменения коснулись и других российских аэропортов. Например, в рамках проекта столичный аэропорт Шереметьево получит имя великого русского поэта Александра Пушкина, Домодедова Михаила Ломоносова. Якутия сделала свой выбор в пользу Платона Юнского. Окончательное решение о присвоении имен воздушным гаваням примет глава государства Владимир Путин, подписав соответствующий указ. Марьяна Кутукова, Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.